Это случилось глубокой ночью. Экраны их телефонов вдруг сами собой засветились и покорно расстались с личной перепиской за последние несколько лет. Я утром просыпаюсь, смотрю на телефон, там, значит, информация о том, что к вам с такого-то IP-адреса зашли в Telegram. О том, что это взлом, они догадались сразу. Вот только обязательные в таких случаях смс-ки о попытках входа в мессенджер не пришли. Оказалось, мобильный оператор зачем-то отключил смс-информирование. Проверил информацию, здесь по вашему номеру было переподключение данной услуги. Данные действия производились отделом технологической безопасности. И такое совпадение сразу вызвало у них подозрение. С разницей в 2 минуты МТС отключает также услуги СМС интернета. Потом с разницей в 18 секунд из Телеграма запрашивается сообщение, запрашивается одноразовый код. Потом с разницей в 4 минуты в наши аккаунты заходят и выкачивают. Впрочем, слова операторов колл-центра в МТС быстро дезавуировали и стали отрицать любую причастность к операциям с телефонами Албурова и Козловского. И вот как сейчас в компании комментируют эту странную историю. В настоящее время мы проводим служебную проверку. Она занимает время, потому что это вопрос достаточно сложный. Мы не исключаем возможность хакерской или вирусной атаки. Но не более того, это единственное, что на данном этапе я могу сказать. В хакерскую версию потерпевший не верит, потому что мир еще не знает случаев одновременного взлома сразу 2 суперсовременных смартфонов. А вот о чудесах, которые творят российские спецслужбы, все очень хорошо наслышаны. У кого в России есть возможность прийти в МТС, сказать им отключить получение сообщений и заставить МТС, собственно, публично врать в ущерб собственной репутации и интересам акционеров? Да, только одна служба в России такое может сделать. Это ФСБ. В том, что именно силовики причастны к этому скандальному взлому, не сомневается и Павел Дуров, создатель Телеграма, одного из самых защищенных мессенджеров в мире. Судя по всему, спецслужбы России решили начать давить на операторов связи. Обычно такое встречается только в рамках людоедских, не заботящихся о своей репутации режимах Средней Азии, иногда Ближний Восток. Но внезапно случилось в России. Чтобы отомстить, взломанные оппозиционеры объявили МТС войну. Создали сайт с подробной историей взлома и с призывом менять оператора связи. Мы ведем статистику по тому, сколько людей перешло по ссылкам на формы перехода к операторам. Сейчас это уже в районе 10 тысяч человек. Это для МТС десятки миллионов рублей потерянной прибыли ежегодно. Одновременно они готовятся к судам в России и, возможно, в США, чтобы нанести МТС максимальный репутационный ущерб и предотвратить подобные ситуации в будущем. Если мы закроем глаза на то, что произошло, это просто станет нормой, и у каждого, там не только оппозиционеров взломают телеграммы и СМС-сообщения, а просто у каждого человека, у которого есть деньги на банковском счету, можно будет прийти, перехватить СМС-сообщение и перевести все деньги куда-нибудь в Панаму, к Ралдугину в офшор. При этом взломанные оппозиционеры не исключают мирового соглашения с МТС в обмен на признание, что компания содействовала взлому, объяснение его причин и извинения. Хотя, если принять во внимание версию о вмешательстве спецслужб, выбор между такой правдой и финансовыми потерями вряд ли можно назвать простым. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время.